Здравствуйте, меня зовут Рустам Гулов, я специалист по новым медиа в интернете в Таджикистане. И недавно мы объявляли колл по приему заявок на получение грантов по медиаграмотности. И сегодня в течение вот этой короткой презентации я попытаюсь раскрыть какие-то основные моменты, которые касаются требований к этим грантам. И если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, не пишите их в чате, потому что из-за вот этой переписки я могу просто не заметить их. Пишите вопросы в разделе «Вопросы». Чуть выше вы можете заметить это прямо на верхней части вашего окна браузера. Все вопросы, пожалуйста, кидайте туда. Как только я пролистаю все свои слайды, возможно, некоторые из этих вопросов уже найдут ответы, а те, которые не найдут, я, конечно, по ним всем пройдусь и расскажу вам, что к чему. Хорошо, начнем. Итак, самый главный вопрос, один из главных вопросов, конечно, кто может получить гранты Интерnews по медиаграмотности? Это могут быть медийные организации, например, средства массовой информации, коммерческие компании, которые, в принципе, зачастую в формате именно коммерческой организации зарегистрированы все медиа. Но в том числе, например, гранты по медиаграмотности могут получить продакшн-студии, общественные организации, это уже не коммерческие организации, не государственные образовательные организации, образовательные учреждения, то есть не государственные, IT-компании могут их получить, и если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, работающего по патенту, либо по свидетельству. Но прежде чем продолжить, что мы понимаем под медиа-информационной грамотностью, что это любые, на самом деле, навыки и способности людей получать, собирать, анализировать информацию, которая распространяется через различные цифровые инструменты. И существует вот такая модель по медиаграмотности, на которую я прошу вас обратить внимание. То есть, когда мы на самом деле говорим медиаграмотность, мы подразумеваем под собой достаточно обширный, то есть очень широкий круг вопросов, круг компетенций, которые касаются темы медиаграмотности. И в этом слайде вы можете увидеть, что, например, если вы собираетесь сделать какой-то проект в сфере медиаграмотности, он может включать в себя, например, интернет-грамотность в целом, компьютерную грамотность, цифровую грамотность, вопросы свободы самовыражения, свободы слова, библиотечная грамотность, телевизионная грамотность. Я не буду сейчас зачитывать все. То есть модель на самом деле очень широкая, и вы сможете сделать свой проект по нескольким этим направлениям. И так или иначе это все будет касаться вопросов медиаграмотности. И ваш проект может на самом деле охватывать сразу несколько этих направлений или какое-то конкретное направление, в рамках которого вы можете реализовать свои инициативы. Идем дальше. И вот самое интересное, что наше объявление, оно предполагает несколько номинаций, в рамках которых вы можете создать свои проекты. Первая номинация – это создание или адаптация онлайн-игр, создание или адаптация каких-то зарубежных приложений, возможно, онлайн-сервисов. Возможно, вы создадите какие-то короткие онлайн-уроки по медиаграмотности, естественно, все так или иначе, которые касаются медиаграмотности. Возможно, ваше приложение будет уникальным, если вы сами его разработаете. А вы можете, в принципе, изучить рынок мобильных приложений, мобильных игр, онлайн-игр по медиаграмотности, которые именно повышают медиаграмотность своих пользователей, и попытаться в рамках этого своего проекта адаптировать их на таджикский и русский языки, то есть на языки, которые лучше понимает наша аудитория. Вторая номинация – это отдельная номинация, которая предназначена для финансирования тренинга для тренеров. То есть если вы уверены в своих компетенциях по проведению такого тренинга, в результате которого
вот не менее 20 человек обучатся навыкам проведения тренингов по медиаграмотности, то этот грант в том числе и для вас. Третья номинация подразумевает финансирование различных публичных мероприятий. Это могут быть дискуссии, дискуссионные клубы, молодежные лагеря, форумы, квесты, вот как тут сказано. Все они должны быть на таджикском или русском языках, и все они, естественно, должны быть направлены на повышение медиаграмотности. Обратите внимание, что есть тут более-менее уточнены какие-то определенные группы населения, с которыми будет лучше работать. Например, это могут быть дети, это подростки, студенты, преподаватели, учителя, работники сферы культуры и спорта, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры. То есть, по сути, если так взять, то аудитория может быть достаточно широкой, но вам лучше, конечно, когда вы будете писать проект, в своем проекте выбрать один или несколько наиболее схожих групп населения, у которых есть такие, скажем так, более общие потребности, более общие такие характеристики. Не писать, что мы проведем для всех, от студентов до пенсионеров или от школьников до пенсионеров. Нет, лучше будет, если вы выберете какую-то конкретную аудиторию, для которой будете работать и с которой будете работать в целях повышения их медиаграмотности. Так, четвертая номинация – это предполагает финансирование проектов, которые проведут тренинг для школьных учителей по медиаграмотности. Однако тут обратите внимание нужно на тот момент, что следует разработать пособие по медиаграмотности для школьников и провести, возможно, тренинг для школьных учителей на основе именно этого пособия, которое вы разработали, чтобы вы в том числе и показали учителям, которые в дальнейшем, по идее, должны будут пользоваться этим пособием, как именно его имплементировать на практике. Целевая аудитория ваших проектов достаточно может быть широкой, но как бы более желательно, чтобы вы обращали внимание на молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, на людей с особыми потребностями, безработных и самозанятых людей, то есть попытались повысить именно их медиаграмотность. В том числе будет преимуществом в проекте, если у вас уже есть финансирование из других источников. И таким образом получится, что грант Интерньюз пойдет на софинансирование этого проекта. Возможно, часть вашего проекта уже реализовывается, и эти средства, которые вы запрашиваете в Интерньюз, пойдут на расширение деятельности, на покрытие тех моментов, которые не покрывают другие гранты, но мы, возможно, можем. Либо проект большой, и он еще не реализовывается, но, в принципе, есть более-менее такая вероятность большая, что его могут поддержать еще и другие доноры. То есть, но, опять-таки, здесь следует учитывать, если вы проект свой подали каким-нибудь другим организациям для получения финансирования, то важно указать это в своей заявке, что данный проект направлен туда-то, и в рамках того гранта, если он пройдет, будут реализованы такие-то задачи. А в рамках этого гранта, если пройдет здесь, то будут реализованы другие задачи. То есть, чтобы не допустить дублирования финансирования на одни и те же задачи из разных источников. Так, технические моменты. Следует все заявки отправлять на электронную почту, которую вы видите сейчас на экране. В теме письма обязательно укажите конкурс грантов «Медиа и цифровая грамотность». Обратите внимание, чтобы общий объем, вес ваших приложений к письму не превышал 12 мегабайт. Прошу еще раз, пожалуйста, вопросы оставляйте в разделе «Вопросы». Это сверху прямо на этой черной линии, черной полосе, которая над окном презентации находится. В разделе «Вопросы» оставляйте свои вопросы, чтобы я потом не перепутал их. Таймлайн. Обратите внимание, у нас есть несколько дат, возможно,
можно было бы немного запутаться, если вы их читать так, как они указаны. Но если их разложить в календаре, может получиться что-то в этом роде. У нас до 29 декабря 2019 года продолжится прием заявок. До этого числа, до 29 вы можете заполнить заявки. Рассмотрение заявок продлится примерно до 10 января. Мы попытаемся, может быть, чуть раньше это все закончить. До 17 января вы получите на электронную почту, с которого отправили нам свою заявку, оповещение о результатах этого рассмотрения ваших заявок. И, следовательно, если так посмотреть, то после получения оповещения, после того, как принято решение о финансировании вашей заявки, возможно, пройдет около месяца, и поэтому не рассчитывайте, что, например, с 1 февраля вы можете уже начать свой проект. Процесс заключения договоров может занять некоторое время, поэтому примерно в марте, возможно, чуть позже, чуть-чуть, вы можете потом уже запланировать начало своего проекта. И самое главное, окончание вашего проекта. Окончание проекта должно быть запланировано до 31 августа 2020 года. То есть до 31 августа ваш проект уже должен быть завершен. Это в целом о том, что мы объявили. Если есть вопросы, то буду рад на них ответить. Сейчас посмотрим. У нас 3 вопроса собралось. Так. Метонет ссылкой грант хоро ирсолкунет. Хорошо, Якуб. Я могу вам прямо сейчас здесь отправить. Все ссылки на наши гранты, все объявления выходят на нашем сайте media.tj. Вы можете там увидеть, почитать все, что мы объявляем. Сейчас я в общий чат скину ссылку на объявление, где вы можете уже и потом в том числе скачать форму заявки, где вы сможете заполнить свой проект, написать уже в этой форме заявки, отправить нам на почту, которую сейчас вы видите на экранах. Это tj-info@internews.org. Следующий вопрос. Скандар пишет, можно ли получить грант для проведения спортивного мероприятия, турнир по баскетболу, например. С целью пропаганды этого вида спорта, конечно, будут привлечены местные ТРК. Нет, к сожалению, Скандар, мы не финансируем спортивные мероприятия. Это не входит в рамки этого гранта. Надеюсь, вы найдете финансирование в других источниках. Но в рамках этого гранта уже не получится найти финансирование для проведения спортивных мероприятий. Так, Мухайо пишет. Такой вопрос. Можно ли подать... Так, не перевод, а на перевод, да? Видеокурса по медиаграмотности с английского на таджикский язык. На перевод. Окей, Мухайо, да. В принципе, можно. Единственный вопрос возникает в плане того, что этот курс, скорее всего, он рассчитан на аудиторию именно, я не знаю, каких-то западных англоязычных стран, это раз. Во-вторых, те примеры, которые там будут приведены, скорее всего, я так предполагаю, что будут из медиа именно англоязычных стран. Если вы подадите проект, скажем, не столько на перевод, сколько еще и на параллельную адаптацию этих видеокурсов, тут уже это больше, возможно, заинтересует членов нашей комиссии, потому что это будет все-таки тот контент, который производите вы, наши местные национальные эксперты, и в рамках этого курса уже можете рассматривать в том числе примеры из таджикских медиа. Это очень важно, то есть говорить можно, конечно, о любых примерах, но, на мой взгляд, аудитории будет интересно именно рассмотрение или ваше мнение, или ваш курс, который базируется на реалиях Таджикистана.
Так, это для всех участников со всего мира могут использовать курс, там примеры должны сами участники найти. Так, стоп. Значит, получается, у вас видеокурс пройдет в формате видеоуроков? Вы это имеете в виду? То есть не просто серия видеоуроков, которые люди посмотрят, но еще и будут какие-то задания, и люди будут выполнять эти задания, так? Надеюсь, Мухаил, уточните свой вопрос. Ага. Ну, в этом случае заполните заявку, где подробнее распишите уже то, что именно вы хотите предложить, и уже дальше насип, как рассмотрит комиссия, и если они посчитают, что данный проект может быть эффективным и успешным в Таджикистане, то и подходит в рамки по нашим критериям, то, думаю, да, почему бы и нет, можно и попробовать. Но я не обещаю, конечно. Хорошо. У нас сегодня состоялся очень короткий вебинар, на самом деле. Если у кого-то еще есть вопросы по поводу грантов, то я буду рад их услышать. Так, можно ли медиаграмотность совместить с финансовой? В принципе, возможно. То есть есть такой вопрос от Гульнора Мишель, можно ли совместить с финансовой грамотностью медиаграмотность? Нужно посмотреть уже вашу заявку, вашу идею более подробно прочитать. И я сейчас не могу обещать, что, конечно, это возможно, и этот грант обязательно получит поддержку, этот проект получит грантовую поддержку, но нужно просто подробно изучить вашу идею. Вопрос действительно финансовой грамотности стоит остро, но также вопрос медиаграмотности стоит также остро среди нашей аудитории, поэтому этот грант направлен именно на повышение медиаграмотности. Вопросы финансовой грамотности, они немного другого характера, из другой сферы, и я немного сомневаюсь, что путем повышения финансовой грамотности можно будет еще и повысить медиаграмотность. Но я не утверждаю, что этот проект не пройдет. Возможно, вы сможете объяснить это намного лучше в своей заявке, и он может заинтересовать членов комиссии. Уктам отмечает, что у него был вопрос. Сейчас, Уктам, я нашел. Вот я хочу организовать серию тренингов для людей с инвалидностью по блогингу. Можно подать на грант? Так, это и был, да, изначальный вопрос? Сейчас я почитаю. Так, серия тренингов для людей с инвалидностью по блогингу. Можно ли подать на грант? Насколько я знаю, там у вас уже есть такой грант, где вы учите людей видеоблогингу, людей с ограниченными возможностями. Если, в принципе, вопрос касается, например, интернет-грамотности, технической грамотности, не просто как создать блог. Это, конечно, очень интересно, но буквально за один тренинг небольшой можно этот вопрос решить. Но если ваш проект, он направит многих людей с ограниченными возможностями на создание блогов, в том числе еще и повысить их информационную грамотность, их интернет-грамотность, повысить их медиаграмотность. То есть если просто технический тренинг по блогу, как создать блог, например, на Blogspot, я думаю, это мало кого заинтересует из членов комиссии, но если он будет включать в себя создание подобного контента, который и после реализации вашего проекта сможет поднимать уровень цифровой, медиа, информационной грамотности аудитории, то вероятность получения поддержки повысится, возможно, в разы. Так, кажется, еще вопрос был.
Ахбар Маджидова задает вопрос. Одна организация имеет право подавать на несколько номинаций. Хороший вопрос, отличный. На самом деле это актуальный вопрос. Да, может. Вы можете посмотреть, какие номинации взаимодополняют друг друга. И если ваш проект он по нескольким номинациям подходит, то в принципе, да, вы можете подать по нескольким номинациям. Хорошо. Так, есть ли другие вопросы? Про деньги никто не спрашивает. Странно. Зачастую задают вопросы, каков объем гранта. На самом деле грант не такой уж и большой, четкого конкретного объема нет. Да, спасибо, Гульнара, вот вы задали вопрос. Четкого объема нет, но при составлении бюджета ориентируйтесь, что это все-таки малый грант, небольшие гранты. И чем реальнее будет ваш бюджет, тем выше возможность получения финансирования. Это все, что я могу сказать про деньги. Так, заявку заполняем одну для нескольких номинаций. Продолжает свой вопрос госпожа Маджидова. Да, вы заполняете одну заявку, где вы указываете, по каким номинациям вы подаете свой проект. Например, скажем, были такие номинации, сейчас я переверну слайды. Вот 4 номинации. Ну, например, создание или адаптация онлайн-игр или создание серии коротких онлайн-уроков, да, видеокурсов. И, возможно, ваш проект также подходит по, например, третьей номинации. Например, создание и адаптация онлайн-игр и, скажем, проведение каких-то дискуссий, форумов, где эта игра и будет презентована, где показана, где вы будете для, например, людей с ограниченными возможностями это все, то есть для них это показывать и рассказывать, и чтобы привлечь их внимание больше, то, в принципе, да, ваши проекты могут быть в нескольких номинациях. Главное просто в одной заявке указать, что вот ваш проект, и вот по каким номинациям он подходит для нас. Сколько можно запросить? Я опять-таки говорю, ограничений сильных нет, но есть все-таки такое понятие, как малые гранты, поэтому это не 15-20 тысяч, это намного меньше. Абдулло спрашивает, сколько это, 4-5 тысяч. Возможно, в районе этого, но смотрите, не подгоняйте свой бюджет под 4 или 5 тысяч. Сделайте небольшой проект. Сами посудите, если вы начнете примерно в марте месяце, март, апрель, май, июнь, август максимум, то есть проект максимум на 6 месяцев, который касается довольно узкой темы, как медиаграмотность. Вы не сможете, то есть за такое короткое время достичь выдающихся результатов, огромных или больших. Поэтому, исходя из реальной ситуации, исходя из реальных потребностей вашего проекта, и составляйте бюджет. Чем более реально он будет, тем ближе вы будете к успеху. Поэтому не стоит подгонять под 4 или 5 тысяч. Возможно, у вас будет 3900, возможно, 5300. Неважно. Если это в рамках разумного, то тут уже можно, в принципе, подать свой проект. А дальше уже, конечно же, наша комиссия рассмотрит, и она оценит в том числе и насколько разумные цены указаны, насколько реальные, скажем, статьи бюджета. Таким образом, если возникнут какие-то вопросы, возможно, идеи их заинтересуют, но возникнут какие-то другие вопросы, то мы обязательно свяжемся с вами и уже потом можем в принципе вместе и доработать проект, если какие-то вопросы все-таки остаются и ответы на них не даны в заявке.
Хорошо, есть ли вопросы еще? Так, кто-то в чате пишет. Вам тоже спасибо, Гульнора. Спасибо, друзья. Если нет вопросов, мы, в принципе, можем завершить свой проект. Я еще раз пролистаю до конца, чтобы вы успели записать наш email tj-info@internews.org. Любые свои вопросы, любые какие-то комментарии вы можете направить туда, и мы ответим на них. В том числе вашу заявку. Не забудьте, что свою заявку вы также должны отправить именно на tj-info@internews.org.